В постановлении было сказано: мир больше не может оставаться таким, какой он есть, если в нем не найдется хотя бы одного доброго человека. Я продаю воду. Кому воды? Купите воду. Kauft Wasser. Kauft Wasser. Kauft Wasser. Ich hab Wasser zu verkaufen und nun steh ich im Regen und ich bin weit hergelaufen, meines bishin Wassers wegen. Und jetzt schrei ich mein Kauft Wasser. Und keiner kauft es, verschmachtet und gierig und zahlt es und sauft es und zahlt es und sauft es. Kauft Wasser. Und ich doch dies Loch verstopfen, träumte jüngst es wäre 7. Ja, der
Есть провинции Силуань. Мой бизнес идет не просто, потому что когда воды мало, ее приходится таскать издалека. А когда много, ничего не заработаешь. Вообще у нас здесь живут очень бедно. Говорят, что только боги могут нам помочь. И вот я узнал, что несколько наиверховных богов уже идут сюда. И вот уже 3 дня, как я стою здесь, у въезда в город, чтобы первым их поприветствовать. Только как их узнать? Ну, те там точно не боги. Ну, у них спины кривые. Наверное, рабочие тяжести таскают. Ну, а это там тоже не бог. У него все пальцы в чернилах. Скорее всего, работает в конторе на цементной фабрике. И вот это тоже не бог. У него на лице выражение, привыкшее к частому мордобитию. А такое качество богам ни к чему. А вот эти там трое. Это уже похоже на дело. У них ботинки в пыли. Значит, идут издалека. Это они. Вот. Если трезвые. Я весь вас! Вас здесь тут уже очень давно. Вот только я один знал, что вы придете. Где бы вам переночевать? Где переночевать? Везде! Весь город в вашем распоряжении, о пресвятейшие. Я сейчас спрошу у господина Фо. Дурацкая ситуация. Господина Фо как раз нет дома. Дурацкая ситуация. Я лучше спрошу вдовы Су. Вдова Су говорит, у нее маленькая комната и пауков полно. Я лучше спрошу. Я лучше спрошу господина Ченга. Он будет просто вне себя от радости. Господин Ченг немного не в себе. Но это ничего. Это ничего.
Я все равно найду для вас ночлег. А это все были просто неприятные случайности. Это я плохо ищу. Это я виноват. Вы что, совсем не боитесь гнева богов? Вы что, за ваше равнодушие во всех ждут чары с кипящей смолой? Будете плакать кровавыми слезами. Осталась одна Шенте. Проститутка. Она никому не отказывает. Шенте! Шенте! Они уже здесь! Шенте! А я никак не могу найти для них ночлег. Может быть, ты приведешь их на ночь? Боюсь, не получится, ладно. Ко мне должен прийти один клиент. В такие моменты грешно думать о деньгах. Если сегодня я не внесу плату за квартиру, то окажусь на улице. Она никому не отказывает. Она самый добрый человек в Сезуане. А я не уверена, что я такая уж и добрая. Потому что я не знаю, чем мне платить за квартиру. Я продаю себя. Но даже этого мне не хватает, чтобы заработать на хлеб. Потому что вокруг столько женщин, которым приходится делать то же самое. Я готова на все. Ну а кто в наше время не готов? Я, конечно, была бы очень счастлива, если бы имела возможность соблюдать ваши заповеди, почитать родителей своих или не лжесвидетельствовать. Или вот, не выжелать дома ближнего своего. Да я с радостью быть с одним мужчиной, пока смерть не разлучит нас. Да что же может быть лучше? И уж, конечно, я не хочу никого использовать себе во благо или отнимать у нищего последнюю копейку. Ну а как все это сделать? Как оставаться доброй, когда вокруг все только дорожает? Даже она меня кинула, пошла зарабатывать себе на квартплату. Но это ничего. Это я плохо ищу. Это я виноват. Это я плохо ищу. Ладно, я приму их.
серебряных долларов. На эти деньги я купила себе табачную лавочку. Вчера я въехала сюда и теперь надеюсь, что смогу сделать много хорошего. Вот, например, госпожа Шин, прежняя владелица лавки, она еще вчера приходила, просила риса для своих детей, вот и сегодня. Она идет через всю площадь со своим пустым горшком. Здравствуйте, Шанте! Как вам ваш новый дом? Нравится? Очень! Как ваши дети провели эту ночь? Младший уже кашляет. Это плохо! Откуда вам знать, что такое плохо? У вас-то вон все хорошо. Но вам еще тоже многое предстоит испытать в этом отстойнике. Здесь вокруг одни только нищие и убогие. А когда продавали лавочку, не сказали об этом ни слова? Я же еще и виновата, ничего себе. Сначала отбираете дом моих детей, а теперь еще и попрекаете. Я принесу вам рису! Я хотела попросить еще немного денег взаймы. Чего? Но этого я не могу вам дать, я ведь еще ничего не продала. А мне деньги нужны до зареза, на что мне жить? Хотите, приведу сюда своих детей? Пусть они умирают с голоду на ваших глазах, где-то убить. Ах, дорогая Шанте, подумай только, у тебя свой собственный бизнес. А мы остались без крыши над головой, наша табачная лавка, представь себе, прогорела. И мы подумали, мы же можем одну ночку остаться у нашей дорогой Шанте. Ты знакома с моим племянником, мы никогда с ним не расстаемся. Это ничего себе! Что это за люди, Шанте? Это те люди, которые выкинули меня на улицу, когда у меня закончились последние деньги. И теперь они боятся, что я им откажу, потому что у них совсем нету денег. Добро пожаловать! Я с радостью приму вас у себя. Здравствуйте! Я безработный! Чем я могу вам помочь? Говорят, вы завтра открываетесь, и я подумал, когда распаковываю товар, что-то повреждается. Может быть, найдется для меня какая-нибудь поврежденная сигаретка? Ничего, он выпрашивает табак, ну ладно бы еще хлеб. Хлеб очень дорого, а так сделаешь одну затяжку, как будто заново родился. А иметь возможность заново родиться – это очень важно. Добро пожаловать! Будьте моим первым клиентом, покупателем. Принесете мне удачу. Она не может сказать нет, она слишком добрая. Разве так сложно сказать нет? Это очень просто, если не корчишь из себя благодетельницу. А вы поругайтесь мне еще все тут. Сейчас всех выгоню и рис мой заберу. Рис тоже твой! Они, конечно, мерзавцы. Все гребут под себя, зависть съедает их души. Ну а как можно их осудить? Так это вы новая хозяйка лавки. Уже почти весь товар на полках разложили, только эти полки вам не принадлежат. Домошленница, которая платить за вас, за них не заплатила. Дело в том, что я столяр. Но я думала, что полки стоит славочки, за которые я уже заплатила. Вранье, сплошное вранье. Я требую немедленно заплатить мои 100 серебряных долларов, не будь я никто. 100 серебряных долларов, да вы что? Это же просто грабеж. Можно я заплачу вам в следующем месяце? Нет, не можно. Господин Линько, ну не будьте так жестоки. Лишь немного снисхождения и сил. Вдвое больше. Вот кляча замерла над кустиком травы. Не понукай. Дождись, и лишь быстрее пойдет твоя телега. Как жить на свете без терпения? Господин Линько, будьте так добры. А кто будет добрым со мной и с моей семьей? Либо вы платите, либо я забираю полки с собой. Почему ты не можешь сказать, что лавка принадлежит твоему родственнику? Конечно, дорогая Шанте, скажи, что лавка принадлежит твоему двоюродному брату, а вы изложите свои требования в письменном виде, и родственник госпожи Шанте вам за все заплатит. Хорошо, он получит от меня в письменном виде. О, спасибо. Ты чего? А вы, друзья мои, это вообще-то моя лавочка. О, красавчик. Госпожа Шанте, я Митю, владелица этого дома. Надеюсь, мы с вами поладим. Вот договор аренды. Такой знаменательный день открытия собственного
совсем не знаю. Мы можем поручиться за эту девушку. Мы знаем ее с тех пор, как она приехала в этот город. А вы кто? Меня зовут Мафу, я продаю табак. А где ваша лавочка? А мы ее продали. Только вчера. А есть еще кто-нибудь, кто мог бы предоставить вам подобные рекомендации? Двоюродный брат. Так значит, у вас нет никого, кто мог бы предоставить вам подобное поручительство. Майна Шведская, без такого поручительства я вообще не имею права заключать с вами договор аренды. Я ведь вас совсем не знаю. А у меня есть двоюродный брат. У вас есть двоюродный брат, а где он? Он здесь, в Сизуане? Может, прямо сейчас к нему отправиться? Чем он занимается? Он вообще из другого города. Из Шунга. Он из Шунга. Его зовут Шуйта. А я его знаю, такой высокий, худой. Вы как раз ведете с ним дела? Да, я выписываю ему счет. Ну что же, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Приятного вечера, господа. Только бы ночью сюда не приявился этот злой и страшный Шуйта. Слушайте, я думаю, одной-то не убудет. Не переживай, двоюродный брат за все заплатит. Einstmals vor das alte meine habe bleichte. Hofft mir Klugheit ich mir dir zu schlagen. Heute weiß ich keine Klugheit reichte. Jetzt zu füllen eines armen Mannes Magen. Моя лавочка, моя надежда не успела открыться, как превратилась в постоялый двор. All sind herrlich haben, nicht zu hoffen, denn nur Zeit schafft, sondern Zeit gebricht. Doch uns jungen herrlich steht das, doch weit offen. Freilich, herrlich steht es offen, nur ins Nichts. Unser Triebser Glas, es sieht den grauen Rauch, der in ihm an älterer Gärten geht. So gehst du
Не говорите ничего. Я сам все знаю. Я не смог никого найти, кто бы дал вам приют. Теперь и вы это знаете. Идите своей дорогой. Значит, Шенте все-таки приютила вас. А я смолодушничал и убежал. Пресвятейший, мне так стыдно. Теперь надо присмотреть за нашей доброй Шенте. Говорят, ее дела пошли в голову. У нее нашлись деньги на покупку маленького магазинчика. И теперь она может спокойно делать людям добро, просто слушая своего сердца. Надо пользоваться ее добротой, потому что ни один человек в мире не способен долго творить добро, если его доброта никем не востребована. Я буду сообщать вам обо всем, что здесь происходит. Просыпайтесь. Я должен открыть свою лавочку. А ты кто? Меня зовут Шуйтай, я приехал из Шунга. Двоюродный брат? Да, двоюродный брат, это я. Так это была шутка. Если ты двоюродный брат, организуй нам завтрак по-быстрому. А где Шенте? Шенте! Моя кузина Шенте немного задерживается и, кстати, просила вам передать, что раз я здесь, то она больше ничем не может вам помочь. Слушай, пацан, скорее в магазин в углу и запри побольше бут. И постарайся не нарваться на полицию. А вы не боитесь, что кража этих булок может испортить репутацию лавочки, в которой вам дали приют? Я смотрю, вы приехали решить дела этой лавки. Тут небольшой должок за полку. Надо бы погасить. 100 серебряных долларов. 100 серебряных долларов? А вам не кажется, что это многовато? Нет, на мне семья, дети. Сколько детей? 4. Тогда готов предложить вам 20 серебряных долларов. Вы что, с ума сошли? Это же полки из орехового дерева. Тогда забирайте их. Не понял? Они для меня слишком дорогие, я прошу вас забрать эти полки из орехового дерева. Так, я требую немедленного присутствия Шенте. По-моему, она более порядочный человек, чем вы. Еще бы, она разорена. Сволочь!
А мои дети, что, пусть сдохнут с голоду? Готов еще раз предложить вам 20 серебряных долларов. Но это же индивидуальный заказ, и доски-то уже распилены. Вот именно, поэтому и предлагаю вам 20 серебряных долларов. Доски-то уже распилены. Ладно. Забирайте полки и платите за них сколько хотите. Серебряных долларов достаточно. Достаточно, чтобы напиться. Я понимаю. 100 долларов, 20! У меня 4 детей! Вот с такими типами иначе нельзя. Согласен. Убирайтесь отсюда. Кто, мы? Да вы, воры и дармоеды. И если сейчас же уберетесь отсюда, не раскрывая своих ртов, у вас еще есть шанс спасти. Сейчас Шенте позовем, она тебя выведет на чистую воду! Шанте! Ну, как хотите. И я имею честь разговаривать с представителем правоохранительных органов, в ведении которого находится этот квартал, не так ли? Так, господин... Шуйта! Хорошая нынче погодка. Ну, может быть, немного жарковато. Если пацан придет раньше, нам гранты. Знаете ли, судить о погоде в прохладном помещении или на пыльной улице две большие разницы. Две огромные разницы. Спокойствие! Пацан же видит, что полицейский в дверях. Он сюда не войдет! А вы проходите, не стесняйтесь, здесь гораздо прохладнее. А мы с моей кузиной открыли тут лавочку. Хочу заметить, что хорошие взаимоотношения с представителями власти являются приоритетом для нашего бизнеса. Вы очень добры, господин Шуйта. Здесь действительно прохладнее. Он нарочно заманил его внутрь, чтобы пацан не просек. А это, кажется, дальние родственники моей кузины. Мы с ними как раз попрощались. Вы типа давно пошли! А это что такое? А вы не могли бы прояснить ситуацию? Я просто в шоке от того, что такое могло произойти в моем заведении. Да ты сам видел, как пацан пошел на дело! Господин полицейский, я думаю, вы понимаете, я бы вряд ли пригласил вас зайти, если бы хотел скрыть у себя вора. Само собой, я обязан арестовать этих людей. Разумеется. Прекрасно, проходим в отделение. Господин... Так вот вы какой! Двоюродный брат! Ну что и в чем дело и почему? В моем доме люди, которых собирает полиция! Ваша сестра что? Решила здесь устроить ночлежку! Так было отпускать в дом людей, которые еще вчера ночевали в трущобах и клянчили объедки у булочника! Намек будет! Понят. Вам говорили много гадостей о моей сестре. Но главная вина в том, что она жила в нищете. Она была самой обыкновенной проституткой! Не шантай! Не будем стесняться в выражениях. Ах, давайте без сантиментов! Я говорю об ее образе жизни, а не о ее доходах. Хотя я не сомневаюсь, что определенные доходы у нее все-таки были. Иначе на что бы она купила эту лавочку? Кое-какие пожилые любители женщин наверняка позаботились. За какие такие заслуги она получила эту лавку? Манчестер! Это очень респектабельный дом. Люди, которые снимают здесь квартиры, вряд ли захотят жить под одной крышей с подобной личностью. Сердце у меня не каменное, но с этим приходится считаться. Госпожа Митю, у меня сегодня очень много дел. Прошу вас, скажите, сколько будет стоить проживание в вашем
дала приют нуждающимся. Когда исправится, уж и я прослежу за этим. 200 серебряных долларов! Или пускай убираются, откуда пришла! Господин Шуйта, я вам не помешал. Внимание полиции к этой лавочке. Что-то уже чересчур пристальное. Госпожа Медзю, вы все неправильно поняли. Господин Шуйта оказал нам услугу, и я вернулся поблагодарить от лица полиции. Меня это все не касается. Господин Шуйта, я надеюсь, ваша кузина не отвергнет моего предложения. Я, главное, всегда стараюсь находить общий язык со своими жильцами. Всего хорошего, господа. У вас какие-то проблемы с госпожой Медзю? Моя сестра недостаточно респектабельна для ее дома, а арендная плата... А денег у вас нет? Но такой человек, как вы, господин Шуйта, наверняка найдет возможность получить кредит. Такой человек, как я, конечно. Но вот моя сестра... Господин Шуйта, вы здесь не останетесь? Я, видите ли, здесь проездом и больше приехать не смогу. Помог ей тут немного, худшее уже позади. Но теперь ей придется рассчитывать только на себя. Вот и переживаю, как она будет тут без меня. Мне очень жаль, что у вас проблемы с арендной платой. Господин полицейский, чтобы сохранить эту лавочку, которую моя сестра считает подарком богов, я готов дойти до самой крайней черты, разрешенной законом. Я испытываю чувство, подобное человеку, который в своем доме очень долго травил крыс, а потом этот дом смело наводнение. Вы курите? Органам очень будет вас не хватать, господин Шуйта. Но вы должны понять госпожу Медзю. Ваша сестра жила за счет того, что продавала свое тело мужчинам. Факт остается фактом. Респектабельного в ее действиях мало. Хотите знать, почему? Почему? Потому что любовь не продается. И тогда получается продажная любовь. А еще респектабельно спать не с тем, кто платит, а с тем, кого любишь сильно. И не за горстку риса, а по любви. Как это прекрасно, скажете вы. Но что делать, когда пациент скорее мертв, чем жив? Где ей взять деньги за аренду? И я скажу вам, не таясь. Я без понятия. Понятия. Господин Шуйта, я понял, ей надо найти мужа. Мне бы какую-нибудь хорошую сигару подешевле для моего мужа. У нас завтра 40 лет свадьбы, хотим отпраздновать. 40 лет и все еще празднуют. У нас только хватает свет. У нас неподалеку магазин ковров. Я надеюсь, мы с вами станем хорошими соседями. Жизнь такая стала. Боюсь, она всегда такой не была. У нас проблема с арендной платой. Прекрасно. Выходим замуж за небольшой капитал. Боюсь, что это будет не так-то просто. Зачем она не партия? У нее маленький процветающий бизнес. Что вы там думаете? Дадим объявление в газете. Если только девушка не возражает. Да чего я возражаю? Я сам напишу. Только не надо думать, что органы не способны к сочувствию. Помогите органам, и они напишут за вас брачное объявление. А что? Идея не так уж и плоха. Ищу порядочного мужчину с небольшим капиталом в целях создания семьи. Приданное процветающий табачный бизнес на себе миловидный, привлекательный, ну как? Я ее сама видела, девушка очень хороша. Вам не кажется это преувеличением? На почту! Пули! Ах, господин полицейский! Какой бы сильный и умный мужчина я не был,
Не хочешь прогуляться? Ты рехнулась, что ли? Это же тот самый безработный летчик. Но больше в парке нет никого. Сейчас еще и дождь пойдет. Может, найдем? Сейчас как ливанет. Смотри, вон эта сволочь шляется. Из-за нее столько проблем на нашу голову. Да это не из-за нее. Это все ее двоюродный брат. Против нее я ничего не имею. А я имею. Опачки. Вот она шафартовая сеструху подвалила. Прикупила себе лавочку и пришла сюда клиентов отбивать. Папа, держи язык, я иду в чайную на пруду. А это правда, что ты выходишь замуж за вдовца с 3 детьми? Да, и у меня с ним там встреча. Пошли вон отсюда, шалавы. Пасть закрой. Пойдем. Что это делаете, а? Тебе какое дело? Давай, подруга, иди. Да вы что? На мне не заработаешь, у меня денег нет. А если бы и были, я бы стакан воды купил, а не тебе. О, какая страшная, ноги кривые. Давай, не надо мне показывать, давай. Чего они у меня на кривые? Да забей на меня. Да так нельзя! Подруга, давай, иди. Да вы что? Нечего тут. Вперед, Иди, это зачем? Да! Зачем вы это делаете? Хочешь знать зачем? Ладно, расскажу, может быть, сам от этого избавлюсь. Ты знаешь, кто такой летчик? Конечно! Я видела вон летчики в чайной на пруду. Ни хрена ты не видела! Может быть, видела пару идиотов в кожаных шлемах, которые ни двигатель слышать не умеют, ни машину чувствовать по-человечески. Сунул начальнику ангара на лапу и полезает в кабину, а ты спроси его, слабо с высоты 2000 метров, сквозь облака выровнять машину одним нажатием на рычаг, а он, извините, у меня в контракте это не прописано, не может посадить машину на землю, как на собственную задницу, ты не летчик, а идиот! Я летчик! Идиот! Я в Пекине учился, в летной академии, все книги прочитал по летному искусству. Одну единственную книгу с одним единственным листом не прочитал. Знаешь, что там было написано? Что? Не нужны летчики. Вот я стал летчиком без самолета, почтовым летчиком без почты. Что я тебе рассказываю, тебе же не понять. Нет, мне кажется, что я понимаю. Я сказал не понять, значит не понять. Когда я была маленькая, у нас жил журавль со сломанным крылом. Мы с ним дружили. Он никогда не обижался на наши шалости, всегда гордо вышагивал вслед за нами, но только иногда. Обижался, когда мы бежали слишком быстро. И вот осенью или весной, когда над нашей деревней пролетали журавлиные стаи, он становился такой... такой беспокойный. И я понимала его. Не плачь. Я не плачу. Не плачь, а то морщины появятся.
Даже по-человечески слезы утихнуть не можешь. Ну ладно, давай, раз тут осталось, рассказывай что-нибудь. Зачем меня из петли решила вынуть? Я испугалась. Я уверена, что вы захотели сделать это лишь потому, что вечер такой мрачный. In unserem Lande dürften es trübe Abende nicht geben. Auch hohe Brücken über die Flüsse. Selbst die Stunde zwischen Nacht und Morgen und die ganze Winterzeit dazu, das ist gefährlich. Denn angesichts des Elends genügt ein weniges. Und die Menschen würfen das unerträgliche Leben fort. Расскажи о себе. Чего рассказывать? У меня небольшой магазин. Ты что, не проститутка, что ли? Индивидуальный предприниматель. Я плачу налоги. Ну да, а магазинчик, несомненно, подарок богов. В один прекрасный вечер они появились и сказали: на тебе деньги. Это было утром. Да, я раньше, правда, выходила на панель. А потом у меня появился мой магазин, и я сказала себе: теперь все. Теперь все. Теперь я могу быть самой тупой, самой скучной на свете. Ich bin eine Reiche, sagte ich. Ich gehe allein, ich schlafe allein. Ein ganzes Jahr, sagte ich, mache ich nichts mehr mit einem Mann. А замуж выходишь за того типа из чайни на пруду. Что ты о любви-то знаешь, сестренка? Все знаю. Нет. Ничего ты не знаешь. Хочешь сказать, тебе было приятно как? Нет. А так? Приятно. Немного тебе надо. Чертова сезонь. А у вас что, совсем нет друзей? Да нет, почему же есть? Вон, целая куча. Только они слышать не хотят, что я уже год маюсь без работы.
Рот откроешь, у них морды кирпичом. Как будто кто-то им говорит о том, что в море вода никак не окончится. А у тебя есть? У меня только двоюродный брат. Ты поосторожней с этим двоюродным братом. Да он приезжал-то всего один разочек, больше никогда не приедет. Но вы-то, чего вы так отчаиваетесь? Говорят же, надежда умирает последней. Разговорились, ну давай, продолжай, не останавливайся. Я считаю, несмотря на страшную нужду в мире, еще есть добрые люди. Может быть, людям просто хочется, чтобы все видели, на что они способны, ведь доброта – это самое лучшее, на что способен человек, озлоба. Просто-напросто отсутствие способностей. Вот если ты поешь песню, или строишь машину, или сеешь рис, это и есть истинная доброта, и вы тоже добрый человек. А ты с мужчинами все. На меня что-то капнуло. Это дождь? Куда капнул? Между глаз. Ближе к правому, к К левому. левому. Хорошо. Люблю. Дождь. Ван! Ты вернулся! У меня твоя посуда. Спасибо. Бен, привет. Как твои дела? Хорошо. Я познакомилась с одним очень умным и отважным человеком. Он летчик. И я хочу купить у тебя стакан воды. Не открой рот и пей свой камин. Вон с того дерева еще капает. Нет! Я хочу купить твою воду, которую ты нес издалека, которая тебя так утомила, которую сегодня не продашь, а мне она нужна для того человека. Он летчик, а летчик отважнее других людей. Облака его спутники в борьбе со всеми бурями. Он летит сквозь небеса и везет друзьям в далекой стране письма от их друзей. Это погода, это безнадега, и мое общество утомили его. Он уснул.
показала, в кого. Она делает столько добрых дел, сколько может. У нее для каждого найдется доброе слово. Если у тебя нет денег, это не значит, что в ее лавочке для тебя не найдется табаку. Каждое утро она раздает нищим рис. И на это уходит больше половины ее заработка. Она добрый человек. Ее даже называют ангелом предместий. Что бы там ни говорил этот плотник Лито, он утверждает, будто бы она не заплатила за полки в магазинчике. У нее просто не было денег. И вообще, это ее двоюродный брат провернул. Она не виновата. О, светлейшие, будьте благосклонны, не требуйте слишком многого. Это ведь только начало. Раньше я никогда не видела этот город утром. В утреннем свете дома кажутся осыпающимися громадами. Где-то глубоко внутри них зажигаются огни, а небо уже розовое и такое прозрачное, не покрытое пылью дня. Вы многое потеряли, если никогда не были влюблены и не видели свой город в тот час, когда он, будто неутомимый старик-ремесленник, просыпается ото сна, берет в руки свой инструмент, набирает полные легкие свежего воздуха. В такие минуты хочется писать стихи. Говорят, когда любишь, словно паришь в небесах, а по мне самое прекрасное, что ты идешь по этой земле. У меня сегодня такое легкомысленное настроение по пути сюда. Я разглядывала себя в каждой витрине, а сейчас даже хочу купить себе шаль. Просто так хочется быть красивой. Как красиво! Как красиво! Очень красиво и совсем недорого. Зеленая! Зеленая тоже очень красивая. Но она, к сожалению, без дефектов. Жаль! С моим-то магазинчиком особо не разгуляешься. Доходов никаких, а вот расходов... Ну, расходы все сплошь на хорошие дела, только смотрите, не переусердствуйте. Мне идет? А об этом может судить только мужчина. Поразительно, как сегодня выглядит эта Шантель. Еще вчера я не обращал на нее внимания, а сегодня и 15 минут не прошло, как я в нее влюбился. Нет, она необыкновенно привлекательна. Ван! Смотри! У меня новая шаль! Что? Что у тебя с рукой? Парикмахер сломал! Ван, нужно срочно идти к врачу. Ты что? Рука онемеет, и ты не сможешь нормально работать. Ему надо не к врачу, а в суд. Этот парикмахер при деньгах, пусть раскошелится. По-любому нужны свидетели. Но
Ну вот, вы же можете быть свидетелем, вы же это видели. Я с полицией не хочу связываться. Ну тогда вы! Не, я в другую сторону смотрел. Ты в эту сторону смотрел, ты просто боишься парикмахера. Ну а вы? А он у меня невменяемый. Но это же его единственный шанс на пожизненную пенсию. Я уже 2 раза загребаюсь по прошайничеству, мои показания только навредят. И что? Никто из вас не хочет сказать правды? Средь бела дня у вас на глазах ему ломают руку, а вы просто молчите. О, ihr Unglücklichen! Eurem Bruder wird Gewalt angetan und ihr kneift die Augen zu. Der Getroffene schreit laut und ihr schweigt. Die Gewaltige geht herum und wählt sein Opfer. Und ihr sagt, uns verschont er, denn wir zeigen kein Missfallen. Was ist das für eine Stadt? Was seid ihr für Menschen? Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein. Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, dass die Stadt untergeht. Durch ein Feuer, bevor es Nacht wird. Ванг, если никто не хочет сказать правду, я буду твоим свидетелем. Уже свидетель. А у него деньги есть? Не цента! А как же вы оплатите аренду за полгода вперед? Аренда! Я совсем про нее забыла. Я так и думала. Вы знаете, мы с мужем немного сомневались в успехе этого предприятия с брачным объявлением. Особенно после того, как с вами поближе познакомились. И мы решили, у нас есть кое-какие сбережения, мы хотим вам одолжить эти 200 серебряных долларов. Если хотите, оставьте нам ваш табак из лавки в залог. Но никаких бумаг нам, само собой, от вас не нужно. Вы что, действительно хотите одолжить деньги такой легкомысленной особе, как я? Скажу честно, ваш двоюродный братец легкомыслием не отличается, но мы бы ему вряд ли дали, а вам со спокойной душой. О! Если вы могли, слышали, что вы сейчас говорили? Разве это не чудо? 200 долларов! Арендная плата за полгода вперед! Это вы, госпожа Шинте. Мой сын мне все рассказал. Я госпожа Янг, мать Суна. Представляете, у него появился шанс снова стать летчиком. Сегодня утром, буквально только что, пришло письмо из почтовой службы Пекина от одного начальника ангара. О, госпожа Янг, неужели он снова сможет летать? Но это место стоит баснословных денег. Почти 500 серебряных долларов. 500 серебряных долларов! О, это, конечно же, очень много. Но ради такого дела нельзя жалеть денег. Если бы вы могли что-то сделать. Я бы так хотела помочь вашему сыну, госпожа Янг. У него ведь талант. А вы можете дать ему шанс. У меня ведь есть мой магазин. А еще мне только что передали вот эти 200 серебряных долларов. Это означает, что вы можете взять их прямо сейчас.
Я продам свои запасы табака и верну старикам деньги. Госпожа Шенте, без вашей помощи мы бы пропали. Представляете, в городе его уже прозвали летчик-мертвец. Даже у мертвецов больше шансов стать летчиками. Но где достать еще 300? Тут нужно крепко подумать, госпожа Янг. Я знаю одного человека, который смог бы помочь, но я не хотела звать его больше, потому что он слишком жесток и хитер. Но летчик должен летать. Госпожа Шенте, если бы тот, о ком вы говорите, мог достать для нас денег. Смотрите, утренний самолет на Пекин. Давайте ему помашем. Летчик наверняка нас увидит. Я знаю того, кто там будет летать. У каждого отчаявшегося должен быть шанс на полет. In unserem Lande braucht der nützliche Glück. Nur wenn es starke Helfer findet, kann es sich nicht nützlich erweisen. Die Guten können sich nicht helfen und die Götter sind machtlos. Nicht lang gut bleiben. Wo die Teller leer sind, raufen sich die Esser. Die Gebote der Götter helfen nicht gegen den Mangel. Oh!
вашей сестрой и господином Янгсуном. На интерес к вашей сестре мне непрозрачно намекнул господин Шуфу из парикмахерской. Здрасте! Я Янгсун. А Шунте здесь? Нет, ее здесь нет. Двоюродный брат. Ну, думаю, в курсе наших отношений, а? Магазинчик, ничего себе. Я думал, она мне немного приврала. Черт возьми! Я снова буду летать. Как думаешь, сможем выручить из этой лавочки недостающие $300? Позвольте спросить, а вы что, хотите продать ее прямо сейчас? А у нас что, есть наличные $300? Ну, конечно, с ее стороны было благородно дать мне те $200, но если мы сейчас не продадим лавочку, тех денег мне не хватит. А не поторопилась ли моя кузина с обещанием достать вам эти $300, ведь оно может стоить ей магазин? Старик, деньги мне нужны сейчас или никогда. А девчонка не из тех, кто ломается, прежде чем что-то дать. А? Между нами мальчиками она со мной вообще еще ни разу не ломалась. Да я не считаю это недостатком. Вот как. Ну да. А позвольте узнать, а зачем вам нужны эти $500? А позволяю. Я вижу, ты меня решил проверить по полной. Мой друг полетной академии, начальник ангара в Пекине, он меня устроит на работу, если я ему суну на лапу пятихатку. А вам не кажется, это сумма чрезмерная? Не кажется, ему придется уволить другого летчика, а у того семья, будь здоров, к нему так просто не подкопаешься. Но это только между нами, Шунтай об этом знать ни к чему. Ага, понял, может быть и ни к чему, но только не продаст ли и вас этот начальник ангара таким же образом ровно через месяц? Старик, спустя? не продаст. Я такой оплошности не допущу, я очень долго сидел без места. Не гони коня кнутом, а гони его чем? Палкой. Овсом! Немного ли вы на себя берете? Господин Янгсун, вы хотите, чтобы моя сестра отказалась от своего скромного имущества Старик, и всех друзей в этом городе, полностью вручив свою судьбу в ваши руки? Я полагаю, вы собираетесь жениться на Шунте? Я готов. Да ладно, ну хорош. Ну так как, старик? А? Старик! Так как, говорю? Ну и что же в таком случае? Эх, не жалко ли вам спускать эту лавочку за бесценок? Да. Неужели табачный бизнес? Ну, совсем никак не привлекает. Кого, меня? Ты что, хочешь, чтобы я, Янгсун, почтовый летчик, стоял за прилавком и торговал табаком? Эй, почтенный, хотите сигару помягче или покрепче? Ну хорошо, Не получается. для меня, старик. По крайней мере, не в этом столетии. А позвольте узнать, а насколько прибыльна профессия летчика? А позволяй! Я буду получать $250 серебряных в месяц. 257. 250. Да, вот, смотри, читай. Сейчас. Вот. Штемпель из Пекина, марка. Читай. 250 серебряных в месяц. Вот. Ты что думал, я за даром буду летать? Это немало. Ну, а ты как думал, старик? Господин Янгсун. Да. Ну что же, место, по всей видимости, хорошее. Хорошее. Моя сестра попросила меня помочь вам достать эти деньги, чтобы вы получили место, которое для вас, судя по всему, очень важно. Очень. Я не вижу никаких возражений против этого. Я считаю, что она имеет право разделить с вами все
радости любви. Сюда идет домовладельца Митю, я готов продать ей весь табак, если она предложит разумную цену. Более того, я даже хочу поговорить с ней о продаже этого магазина. Отлично. Добрый день, господин Шулька. Я думаю, вы меня позвали по поводу арендной платы. Срок уже послезавтра. Госпожа Митю, ряд возникших обстоятельств ставит под сомнение работу моей кузины в этой лавочке. Дело в том, что она выходит замуж. И ее будущий муж, господин Янцу, берет ее с собой в Пекин, где она собирается начать новую жизнь. Я готов продать весь товар, если вы предложите мне разумную цену. А сколько вы просите? А, $300 наличными. Нет! 500! Может быть, я и смогу помочь вам. Во сколько обошелся товар вашей кузине? Моя кузина в свое время заплатила за него 1000 серебряных долларов. Ого! Ее попросту надули! Плачу за весь товар 300 серебряных долларов, если вам здесь послезавтра не будет! Отлично! Старик, соглашайся! Нет, слишком мало. В самый раз! Нет, мне нужно не меньше 500. Зачем? Позвольте мне переговорить кое о чем с женихом моей кузины. Весь товар заложен 2 рублей за те 200 долларов, которые вам вчера передали. Письменно это как-то подтверждено? Ну так мы согласны! Можно получить обещанные $300. Послезавтра, но если вы подождете еще хотя бы месяц, вы выручите гораздо больше. Я плачу 300 серебряных долларов только из романтического сострадания к влюбленным. Отлично, мешочки, цветочки, горшочки, все за 300! И конец получения! Я мечтаю! Наш старик! Сможем продать эту лавочку за послезавтра подороже, чтобы вернуть те $200! Нет! Слишком мало времени. А у вас есть деньги на проезд и на первое время? Само собой. И сколько? Ну, я их достану, даже если мне придется их украсть. Эх, еще и эти деньги нужно достать. Старик, не парься, до Пекина я как-нибудь доберусь. Но вдвоем это будет не так уж и дешево. Ну, зачем вдвоем? Девчонка пускай здесь остается на первое время, такой багаж ни к чему. Чего ты на меня зенки вылупил? Своя рубаха ближе к делу, старик. Понимаю. Я думаю, вам лучше вернуть эти 200 долларов. Пусть они лучше побудут у меня, пока вы будете не в состоянии предъявить мне 2 билета до Пекина. Шурик, а мне кажется, тебе не стоит вмешиваться в это дело. А я думаю, что моя кузина не захочет продавать лавочку, когда узнает, что. Узнает. А если я ее буду отговаривать? Не смеши меня. Вы, похоже, забываете, что Шанте человек и обладает разумом. О каком разуме ты говоришь, старик? Ты когда-нибудь слышал, какой силой обладает любовь и зов плоти? Мне стоит только руку ей на плечо положить и сказать: идешь со мной. Все! В ее голове колокола звонят. Да вы хоть понимаете, что Шанте с вами, потому что ей нравится, когда я ее лапаю. Старик, на свадьбе увидимся. Думаю, придешь не с пустыми руками. Или она мне принесет недостающие деньги, или ты. Или ты, или она. Увидимся на свадьбе, старик! лапка пропала. Он не любит. Вы что,
такие уж легкомысленные? Нет? Мы что, когда нужно, не можем быть жестокими? Можем. И вот мы карабкаемся по этой плоской стене, и нас настигает еще одно несчастье. Любовь! Все! Тебе крышка! Задушат те руки, что тебя обнимали. Крик страха лишь недавно был вздохом любви. Стервятники в небе, откуда им взяться? Все просто. Окончание свидания ждут. Уважаемые дамы и господа, кто может принести большую жертву, быть деликатнее, дальновиднее, скромный ужин? Сколько пошлых мыслей возникает при этих словах, а ведь ничего не произойдет, совсем ничего. И одного пусть даже случайного прикосновения, когда тебя просят передать соль, это будет встреча двух одиноких сердец среди цветов, украшающих столик. Кстати, лучше всего дать белые хризантемы. Мы не будем использовать сложную жизненную ситуацию себе во благо, мы лишь предложим помощь и понимание. Ведь часто бывает, что одно только лишь слово, сказанное вскользь, может сказать гораздо больше. Я так понимаю, что один субъект уже получил от поворота любые притязания на эту лавочку. Больше не будут иметь места. Все произошло именно так, как я хотел. Этой доброте нужно положить начало. Этой доброте нужно как-то положить конец. А Шанте здесь? Это призвание Шанте. Нет, ее здесь нет. Каждое утро я занимаюсь сердце, смотрю, как она... Я падаю в воду. Бездомно. Я знаю. А вы, наверное, швейцар. Совершенно верно, господин Банк. Я друг Шанте. Я знаю, вы давние друзья. Я лежал по поводу своей руки. Рука повреждена. Как на лицо. Нужно перевязать руку. Я готов предоставить ей... Это ее новая шаль. Она купила ее, чтобы нравиться одному парню. В этом больше нет никакой необходимости. Она была своим единственным свидетелем. Она видела, как моей матери Шугу победил мне руку. Я знаю, что моя сестра лично при этом не присутствовала. Довольно недавно. Давайте дождемся Шанте. Она все объяснит. Господин Банк, я думаю, вы понимаете, что у моей сестры сейчас очень большие проблемы. Я думаю, вы не хотите, чтобы она сейчас пошла в полицию, дала ложные показания и потеряла последние. Что это пойдет? Заверил, я обратился в суд. А что в суде у нас? Лечат увечья? Положить начало. Понимаю. Понимаю. Подожди, Шанте, я могу быть уверен в том, что история с тем одним человеком, она окончена. Окончено. Насовсем? Насовсем. Мы не будем использовать ситуацию себе во благо, мы окружим пол. Шанте нужно будет уехать. Конечно, она уедет Хотя бы сразу. на 2 недели. Обязательно. Рана слишком свежая. Окружим заботой, окружим пониманием, но перед отъездом она должна будет поговорить с одним человеком, да, Которому она действительно может доверять. за скромным ужином в небольшом, но очень хорошем ресторане. А что здесь происходит? Имейте терпение, молодой человек, я, кажется, понял, кто вы такой.
Хочу вам сказать, что мы с госпожой Шанте вот-вот намерены объявить о нашей помолвке. Шанте? Дорогая Шанте, мне кажется, пришло время, чтобы вы сами все объяснили. Мой брат против нашей свадьбы. Ты что, с ума сошла? Шанте, что тебе про меня наговорили? Я плохой человек. Да, я плохой человек. Я не умею себя вести, у меня нет денег. Но именно поэтому ты мне нужна, Шанте. Я буду бороться. Ну, посмотри на него, посмотри! Он же тебе принесет одни несчастья. Скажи, если бы меня не было, ты бы вышла за него замуж? Да. За человека, которого не любишь, брак по расчету? Да. Ты все забыла. Забыла наш дождь. Забыла, как спасла меня от смерти. Забыла, как купила мне стакан воды. Забыла, как обещала дать мне денег, чтобы я снова стал летать. Ты все забыла! Чего ты хочешь? Чтобы ты пошла со мной. Простите, господин Шуфу, я хочу пойти с Суном. Я хочу пойти с тем, кого люблю. Я не хочу высчитывать, во сколько мне это обойдется. Я не хочу думать, хорошо ли я поступаю. Я не хочу знать, любит ли он меня. Я хочу пойти с ним. Я его люблю. Просто мы любим друг друга. Это насилие, господин Шанте! Только что произошло нечто ужасное. Я вышла из лавки, полная счастья и радостных предчувствий, и встретила на улице жену торговца коврами. Дрожа, она рассказала мне, что из-за волнения и беспокойства насчет денег, которые они мне одолжили, ее муж очень серьезно заболел. И что лучше всего, если бы я тотчас вернула бы им их деньги, на всякий случай. Я, конечно же, пообещала сделать это. Она очень обрадовалась, заплакала, стала желать мне счастья и просить прощения за то, что она не может полностью доверять моему брату, да и Суну, к сожалению, тоже. Когда она ушла, я села прямо на пороге лавочки. Так страшно мне стало за саму себя. В порыве чувств я снова бросилась в объятия Янг Суна, не смогла устоять перед его голосом, его ласками. Те ужасные вещи, которые он сказал Шульта, не смогли остановить Шанте. Помню, еще обнимая его, я подумала, а ведь боги хотели так же, чтобы я была доброй и к самой себе. Не позволить испортиться никому, даже самой себе. Каждое сердце наполнить счастьем, и свое тоже. Это истинная доброта. Но как я могла забыть о своих добрых стариках? Сун, будто смерч, смел на своем пути в Пекин и мою лавочку, и всех друзей вместе с нею. Но он неплохой человек. И он любит меня. Пока я рядом, он не сделает ничего плохого. А что там может мужик сказать мужику, это вообще ничего не значит. Просто хотел казаться сильным, крутым, а главное, бессердечным.
Он все поймет, когда я скажу ему, что старикам не на что жить. Да он лучше пойдет рабочим на цементную фабрику, чем станет летчиком такой ценой. Правда, небо – это смысл его жизни. Хватит ли у меня сил пробудить в нем добро? И вот у меня свадьба. А я не знаю, радоваться мне или бояться. Плохие новости, мама! Только что с совершенно невинным видом она сообщила мне, что не может продать свою лавочку ради меня. Какие-то люди требуют назад $200, которые она дала тебе. Оказывается, она их одолжила. И что ты ей ответил? О женитьбе, само собой, не может быть речи. С ней говорить об этом бесполезно, у нее мозгов не хватит. Я послал за ее брата. Но ведь он хочет выдать ее за парикмахера. Парикмахер выбыл из игры, с этим я разобрался. Думаю, ее брат смекнет. Если я не верну ему $200, кредиторы заберут его лавочку. Но если он не принесет мне 300, мне уже никогда не летать. Пойду перехвачу его на улице. А ты давай к невесте, Сун. Я не ошиблась в нем. Он ничем не выдал своего разочарования. Он весел, несмотря на такой страшный удар. Ведь ему придется отказаться от полетов. Я так его люблю. Сун! А со своей невестой ты еще ни разу не чокнулся. За что пьешь? За наше будущее. За то, чтобы жениху никогда не брать смокинг на прокат. Но чтобы невеста хоть иногда попадала под дождь даже в своем свадебном платье. За все наши мечты. Чтобы они поскорее сбылись. Какой у меня сын, а? Я ему всю жизнь говорила. За тебя любая пойдет. А что? По специальности механик и летчик в одном флаконе. И что я слышу сегодня? Мама, я женюсь по любви, говорит он мне. Деньги это еще не все. Это брак по любви. Когда-то это должно было случиться, не правда ли? Но для матери это тяжело. Очень тяжело. Дорогуша, нужно еще немного подождать. Один из самых важных гостей пока не прибыл. Прошу пардона. Сун, а кого ждет твоя мама? А это сюрприз для тебя. Кстати, перед бракосочетанием хочу устроить тебе экзамен. Ведь свадьба случилась так скоропалительно, и потом я не знаю девушку, которую беру в жены. Это меня пугает. Ты можешь сварить 5 чашек чая из 3 чаинок? Нет. Значит, чаю мне не пить? А можешь спать на матрасе величиной с молитвенник? Вдвоем. Одна. Тогда нет. Я в ужасе, на ком я женюсь? Кстати, как поживает твой двоюродный брат? Шуй-та. Мы с ним отлично поладили. Умный парень, голова. Ты чего молчишь? Ну тогда пускай убирается к черту. Насылаю на него чуму, грыжу и повышение цен на бензин. Выпей, дурында ты моя! Не понимаю, дорогая Шинте, почему твой брат заставляет тебя так долго ждать? Прости мою старомодность, но я думаю, что столь близкий родственник невесты должен присутствовать на нашей свадьбе. Слышала? Она у меня старомодная, приходится с ней считаться. Если твой брат не явится через 15 минут из-за того, что я на него наслал,
начинаем! Думаю, вам всем уже известно, что мой сын должен получить место почтового летчика. Ой, как я горжусь этим. Как же я ненавижу эту Сизуань и людишек, которые здесь живут. Да пусть они поскорее перегрызут друг другу глотки. Поскорее бы выбраться отсюда. Ты что хочешь? Чтобы я, Янг Сун, почтовый летчик, торговал табаком на улице для рабочих с фабрики? Да я лучше те $200 прогуляю за ночь, лучше их пропью, в реку выброшу. Ты выпей, а дела предоставь мужчинам, мы все разрулим. Сун! А ты уверен, что двоюродный брат невесты вообще придет? Что-то у меня складывается ощущение, будто он против этой свадьбы. Что за мысли, мама? Он за душой и сердцем. Просто нужно пошире раскрыть двери, чтобы он нас нашел. Ведь он лично поведет невесту под венец со своим лучшим другом. Как верно однажды он заметил, любовь нужна для того, чтобы выжить. Мы подождем, мама! Идет! А мне кажется, он не сможет не прийти. Он не может быть там, где я. Какая странная семейка! Сун, ты должен понять, это я тот человек, который любит тебя. А мой брат Шуйта не любит никого. И он не принесет тебе $300. Почему? Потому что он сказал, что ты купил один билет до Пекина. Это же было вчера. А сегодня вот 2 билета до Пекина. Для тебя и для меня. Ради твоего билета мне пришлось продать мамину мебель. Ну что? Ты все еще думаешь, что твой брат против нашей свадьбы? Нет, не говори ничего, не показывай эти билеты. Я боюсь, что поверю тебе и поеду с тобой. Верни мне эти $200, Сун! Верни мне эти $200, Сун! Ты что такое говоришь? Ты лучше выпей, дурында ты моя. Я когда пью, как будто вновь летаю. Выпей, может быть, тогда сможешь меня понять. Ты жена мне или кто? Ты понимаешь, что ты предаешь меня? Какой жар во всем теле от этого вина, а? Меня когда выпью, всегда в пот бросает. Дорогие гости, еще буквально пару минут. Наш родственник вот-вот прибудет. Такой праздник портится, а? Меня ж здесь все знают. Всем оставаться на местах! Прекрати балаган! Дамы и господа, вам что, не нравится у нас на свадьбе? А мы ее немного перенесли, потому что один очень важный родственник не смог прийти. И еще потому что моя невеста не знает, что такое любовь. И поэтому жених, коим является ваш покорный слуга, сейчас споет для вас песню. В один прекрасный день, и об этом наверняка слыхал каждый, кто лежал в бедняцкой колыбели. Сын бедной нищенки взойдет на трон, и это будет день святого никогда, святого никогда. В день святого никогда он взойдет на золотой трон. И в этот день добро возвратится столицей, а зло будет стоить жизни. И деньги, и труд улыбнутся друг другу и поделятся хлебом и солью.
святую. В день святого никогда поделятся хлебом и солью. И трава смотрит сверху на небо, и камень плюет и человеку ничего делать и не надо, потому что земля станет раем. В день святого никогда. В день святого никогда, святого никогда. Земля станет раем. И в этот день я стану летчиком, ты станешь генералом, а мужчину, у которого слишком много времени, наконец получит работу, а бедная женщина получит свой покой. В день святого никогда. В день святого никогда, святого никогда. Бедная женщина получит свой покой. И поскольку у нас нет сил больше ждать, то все это произойдет где-то ближе к ночи, половине 8 или 8, с первым криком петуха в день святого никогда. В день святого никогда, святого никогда. С первым криком петуха все, он не придет. Меня волнует один вопрос, и я хотел бы вам его задать. В Сунге есть место под названием Дорнхайм. Дерновая роща. Там растут туты, кипарисы, трубные деревья, катальпы. Деревья, достигшие 2 или 3 пядей в обхвате, срубают люди, которым нужны прутья. Для клеток, где не держат собак. Деревья, достигшие 3-4 футов в обхвате, срубают люди, которым нужны бревна для саркофагов. А деревья, достигшие 6-7 футов в обхвате, срубают богатые и благородные семьи. Им нужен материал для постройки их шикарных вилл. И вот таким образом ни одно дерево не доживает до того срока, который ему положено, а в середине жизни уничтожается пилой и топором. Как вынуждены страдать те, кто приносит другим пользу. И вот по такой логике получается, что какая-нибудь полная никчемность самый лучший человек. Точнее, самый счастливый. Потому что чем хуже человек, тем лучше ему живется. Это я все это считаю. Она последовала заповеди: возлюби ближнего своего. Но в своей любви счастья найти так и не смогла, так может быть. Она слишком хороша для этого мира. Что я подумал, может, вы можете вмешаться?
очищает. На нее все наши надежды. Я подаю воду. Я подаю воду. Убери воду. Убери воду, пожалуйста. Кто-нибудь. Я бы на вашем месте в эту лавочку вцепилась и до последнего не отпускала. Таким образом, у меня нет денег на арендную плату. А сегодня я должна отдать деньги старикам. А поскольку я их отдала другому человеку, мне придется продать весь табак домовладельца Мидзю. Потому что нечего стараться стать лучше, чем все остальные. Как теперь будете жить? Не знаю. А что здесь делают штаны господина Шуита? Он что, голый домой поехал? А у него есть еще одни. Не говорите ничего. Я знаю все. Вы пожертвовали своей любовью, чтобы не разорить двух несчастных стариков. Недаром люди в нашем квартале, обычно такие злобные и недоверчивые, называют вас ангелом предместий. Ваш жених не смог подняться до вашей душевной высоты, и вы покинули его. Теперь вы закрываете вашу лавочку. Этот единственный островок спасения для всех нас. Я не могу этого допустить. Каждое утро я с замиранием сердца смотрел, как вы раздаете бездомным рис. Неужели этой доброте больше не бывать никогда? Я не требую никаких гарантий, никаких обещаний, но вот. Я выписал вам чек. В графе суммы вы можете проставить любую цифру. Я же удаляюсь. Тихо и скромно, полный почтения, отвергнув самое себя. Вы спасены! Таких, как вы, всегда везет. Скорее вписывайте сумму в чек, а я быстро в банк. За стирку я могу расплатиться и без этого чека. Отказываетесь? Думаете, что придется выйти за него замуж? Или вспомнили своего летчика? Ночами видела, как он все раздувает щеки и злобно спорит с кем-то. А утром на просвет повесила рубашку, и цвет обоев увидела я сквозь нее. Когда я видела его улыбку лисью, мне было страшно. Но когда увидела дырявые ботинки, любовь сменила страх. Вы его еще и защищать будете. Что-то голова опять закружилась. Давно это с вами? Через 9 месяцев проверим.
у меня внутри растет маленький человек. Какое счастье! Пока еще ничего не заметно, но мир уже ждет его появления. И по всему свету уже говорят, скоро появится человек, с которым нельзя будет не считаться. Знакомьтесь, летчик! Пошли, сынок, я покажу тебе этот мир. Смотри, вот дерево. Поздоровайся с ним, поклонись ему, вот так. А это продавец воды. Не бойся его, протяни ему ручку. Вот так. Пожалуйста, стакан свежей воды для моего сына, сегодня жарко. О, полицейский, свернем отсюда, сынок. Что? Ты хочешь вишню? Пойдем, сорвем вишню, вон там в саду. Клади ее сразу в рот, оттуда никто не заберет. Вкуснотища! Привет! Ва! Санта, я знаю, твои дела идут не очень хорошо, но я все-таки привел к тебе этого ребенка. Это, наверное, один из детей Инто. Толян потерял свою мастерскую и ушел в запой, а его дети голодают. Марк! А ведь у меня скоро будет ребенок. Только не говори никому. Я не хочу, чтобы Янсун узнал. Это между нами. Как твоя рука? Прости меня. Я хотел быть твоим свидетелем, но мой брат... Забудь про эту руку. Вот смотри, я уже научился обходиться без нее. Пойду приведу Инто. O Sohn, o Flieger, in welche Welt wirst du kommen? Im Abfalleimer wollen sie dich fischen lassen, artig. Seht doch, dieses graue Mädchen, wie behandelt ihr euresgleichen? Habt ihr keine Barmherzigkeit mit der Frucht eures Leibes, kein Mitleid mit euch selber, ihr Unglücklichen? So werde ich wenigstens das meine verteidigen und müsste ich zum Tiger werden. Ja,
Пожалуй, еще один раз. Без него не обойтись. Надеюсь, что это будет последний раз. Магазин не работает. Все шматье во дворе. Какой же бизнес у Калиф? А рецепт очень прост. Эгоцентризм, излишняя чувственность. Очень скоро окажетесь вместе с ней в бараках господина Жуку. Боюсь, только ей это не понравится. Мы пришли жаловаться. Это не жилье, какие-то крысиные норы с гнилыми полами. А этот парикмахер такой добренький, потому что у него там тонны сгнившего мыла. Я хочу вам предложить жилье. Что скажешь? Полная хрень. Вот что вы скажете. А это правда, что Шанте уезжает? Да! И она хотела сделать это по-тихому. Ей стыдно, что она так облажалась. Ей надо позвать двоюродного брата, только он может что-то сделать. Да пусть он хотя бы лавочку спасет, а мы-то своего не упустим. Если его позвать, мы будем спасены. Даже не знаю, кого благодарить. У нас теперь будет новое жилье. Вдова господина Шуфу. И все благодаря нашему маленькому Бенгу. Спасибо тебе, квартира-проситель. А что вам всем здесь нужно, позвольте спросить? Господин Шульто, не знал, что вы снова вернулись. Вы уже знакомы с господином Линто? Шанте обещала приютить его в домах господина Шуфу. Там нет места. Эти помещения предназначены для других целей. Моя кузина Шанте, ей, кстати, пришлось срочно уехать, не собирается лишать вас своей помощи, но в дальнейшем эта помощь будет оказываться на более разумном основании. Никто не будет кормить вас за просто так. Вместо этого каждый из вас получит возможность честно трудиться и снова встать на ноги. Госпожа Шанте протягивает вам руку помощи. Те, кто последует за мной в дома господина Шуфу, не должны думать, что их ведут в никуда. То есть это значит, мы теперь все должны работать на Шанте? Да, вы будете сортировать табак. Добрый день, господин Шуйта! Как там наша сделка? 300 серебряных долларов у меня с собой! Госпожа Литю, я решил отказаться от продажи магазина. Вместо этого я хочу снова заключить с вами договор аренды. А что, вашему летчику деньги уже не нужны? Нет. А деньги за аренду у вас есть? Вот чек на 10 тысяч серебряных долларов, выданный господином Шуфу. Моя сестра ему не безразлична. Это означает, что 200 долларов счет арендной платы за полгода вперед вы будете иметь уже к 6 часам вечера. А сейчас прошу прощения, у меня сегодня слишком много дел. Все ясно, господин Шуфу сменил летчика на этом почетном посту. Конечно, 10 тысяч долларов. Такие деньги. И все равно просто удивительно, насколько непостоянны и ветрены эти нынешние девицы. Не понимаю, с какого перепоя я должен таскать эти мешки. Зато я понимаю, господин Линто, у вашего сына аппетит не по годам, а растущему организму нужна пища. А теперь покажите мне дорогу в дома господина Шуфу.
брат всегда приезжает ненадолго. Хочу вам рассказать, как мой сын из человека падшего превратился в человека полезного. И все благодаря строгости и мудрости уважаемого всеми господина Шуйта. Рядом со скотобойней он открыл небольшую, но быстро развивающуюся табачную фабрику. И об этом стало известно по всему кварталу. 3 месяца назад мне пришлось навестить его там вместе со своим сыном. Он принял нас почти сразу. Господин Шуйта, я пришла замолвить словечко за своего сына. Сегодня утром к нам приходили из полиции. Они сказали, что вы от имени госпожи Шинте обвиняете его в присвоении обманным путем 200 серебряных долларов. Ради всего святого. Господин Шуйта, будьте снова милосердны. Денег у него нет. Когда провалился этот план с полетами, он за 2 дня все спустил. Он негодяй, конечно. Он даже мою мебель и ту продал, хотел уехать в Пекин, а свою старую мать бросить здесь. Госпожа Янка, обратился ко мне Шуйта, из-за непонятной слабости, которую моя кузина питала к вашему столь низко падшему сыну. Я готов попробовать помочь ему еще раз. Он получит место на моей фабрике, и мы будем постепенно вычитать эти 200 долларов из его зарплаты. Значит, либо тюряга, либо фабрика, спросил мой мальчик. Вам решать? И с Шинте мне поговорить, конечно, уже нельзя, нет. Когда начинать? 1000 благодарностей, господин Шинте. Боги воздадут вам за вашу бесконечную доброту. Сон, ты сошел с верного пути, теперь у тебя есть честная работа. Попытайся снова стать тем, кто может смело смотреть в глаза своей матери. Первое время Суну пришлось непросто, работа ему не нравилась, а никакой возможности отличиться не было. Только через 2 недели ему наконец повезло. И вместе со столяром Линьто он таскал мешки с табаком. Линьто быстро выбился из сил, упал, а мой мальчик сказал ему: «Эй, ты ветеран труда, давай сюда свой мешок». Потащили дальше. В это время обычно приходит он сам. И действительно заметил в отдалении господина Шуйта. А господин Шуйта, конечно, сразу увидел, что значит не бояться честной работы и вкалывать по-настоящему. Суну он, конечно, ни словечко не сказал, но на ус себе намотал. И вот в следующую субботу при выплате зарплаты инспектор протянул Суну 6 серебряных долларов. А мой мальчик сказал: должно быть 5. Только 5 серебряных долларов. Посмотрите, здесь неправильно указано 6 рабочих дней, но я работал только 5, 1 меня не было, вызывали в суд. Я хочу получать только то, что действительно заработал. И часто инспектор ошибается не в пользу фирмы. У него много знакомых среди рабочих, они считают его своим. Премию хотите? И вот тут мой сын сказал: нет! Но я хочу обратить ваше внимание на еще одно мое качество – ум. Я, знаете ли, получил кое-какое образование. У инспектора прекрасные отношения с коллективом, но в силу своей необразованности он не в состоянии понять, что на самом деле нужно фирме. Дайте мне неделю времени, и я думаю, я смогу вам доказать, что мой ум для фирмы гораздо важнее моей силы. Это был дерзкий поступок. Но в тот же вечер я сказала своему сыну: ты ведь у меня летчик. Докажи, что даже в нынешнем положении ты можешь взлететь выше всех. Лети, мой сокол.
летать он больше не хочет. Сестра Шенте. Я нашел ее в камышах у реки, в том месте, где обычно находят самоубийц. Казалось, ей было очень непросто. Она стояла странно покачиваясь, голова ее была наклонена, как будто она несла что-то мягкое, но очень тяжелое, и это вдавливало ее в речной ил. Я окликнул ее, и она сказала мне, что должна перенести свитки с заповедями на другой берег. Свитки не должны намокнуть, иначе письмена на них могут исчезнуть. Я вспомнил тот вечер, когда вы не могли найти ночлег, а Шенте приютила вас. Тогда в благодарность вы говорили ей о тяжком бремени добродетели. Так может, пора облегчить это бремя? Любовь заменить привязанностью, справедливость снисходительностью. Ну или хотя бы простое приличие вместо чести!
Что-то вы сдали в последнее время. Господин Шуйта, заболели? Смотрите, бизнесу это вредит. Из полиции очередная бумажка пришла, хотят закрыть нашу фабрику. Говорят, что не могут разрешить нам вдвое больше рабочих на 1 квадратный метр. Это незаконно. Господин Шуйта, надо что-то делать. Давайте, встречайтесь с парикмахером. Обсуждайте с ним условия нового договора. Его условия невыполнимы. Могу я наконец узнать, что за условия? Бараки вполне подходят. Вполне подходят для оборванцев, которые там живут, но не для табака, для него там слишком сыро. Арендная плата слишком высока. Ладно. До вашей встречи я поговорю с госпожой Мидзю. Обсужу с ней ее помещение. Выпью чаю, полапаю ее жирные коленки. Этого не будет. Глядишь, и скостит нам арендную плату. Я прошу вас ограничиться сугубо деловым подходом. А вы чего взъелись-то? Из-за дурацких слухов. До слухов у меня нет никакого дела. А, значит, из-за дождя. В последнее время, когда идет дождь, вы только и делаете, что капризничаете и грустите. Хотелось бы мне знать, почему. Опять этот фотонос приперся. Заткнуть ему хлебало. Ничего не слышно из-за дождя. Чего услышать-то хотите? Я хочу услышать почтовый самолет. Очень смешно. Вы, говорят, когда-то хотели летать? Неужели все мечты в прошлом? Если вы о нынешней работе, я не жалуюсь. Да и потом почтовые самолеты летают по ночам, а я не люблю работать по ночам. Да и я как-то прикипел к этой конторе, которая как-никак фирма моей бывшей невесты, которая уехала во своясь. Она ведь уехала. А почему вы спрашиваете? Ну, может, потому что мне ее дела до сих пор не безразличны. А это могло бы заинтересовать мою кузину? Настолько не безразличны, что я не стану молчать, если кто-то запретит ей право на передвижение. И кто же это может быть? Вы! Например, я подумываю о том, чтобы пересмотреть условия договора с нашей фирмой. А если фирма в моем лице предоставит вам соответствующую должность, фирма может рассчитывать на то, что вы прекратите спрашивать о вашей бывшей невесте? Возможно. И какую же должность вы себе хотите? Самое главное. Например, я подумываю о том, чтобы вышвырнуть вас на улицу. А если фирма захочет вышвырнуть вас? Тогда я вернусь и не один. А с кем? С полицией. Полиция ничего не найдет. Тогда ей придется заглянуть в дальнюю комнату. Да, господин Шуйта? Тоска по женщине моей мечты становится невыносимой. Я просто обязан сделать что-то. Я просто обязан заключить ее в свои объятия. Фирма хочет, чтобы вы прилично одевались. Специально для меня купили. За шляпу спасибо. Я вернусь и не один.
Что-то голова опять закружилась. Вы на 7-м месяце. Не волнуйтесь, когда настанет время, я буду рядом. Живот растет слишком быстро. Могут заметить. Скажем, из-за успехов в бизнесе. Что же будет с моим малышом? Каждый день по 3 раза спрашивайте. У него будет постоянный уход лучший, что можно купить за деньги. Только он никогда не должен видеть Шуйта. Только Шанте. Только Шанте. Господин Шуйта, скажите нам, когда вернется Шенте? Потому ходят слухи, что с ней что-то случилось. Будьте тогда вы, сообщите нам ее адрес. Господин Ван, у меня сегодня очень много дел. Пожалуйста, зайдите на следующей неделе. А еще стало известно, что миски с рисом, которые она раздавала нищим, снова стали появляться перед дверью. И кто-то вернул деньги старикам, которые вложили все свои сбережения в лавочку Шенте. И какой из этого вывод? Что Шенте никуда не уезжала. Ну, продолжайте. Я дам вам ответ. Ответ окончательный, но если вы, господин Ванг, считаете себя другом моей кузины, прекратите ее искать. Хорошенький совет. А еще перед своим исчезновением Шенте мне сказала, что она беременна. Что? Ложь! Ты беременна? Шенте беременна! Меня развели, как мальчишку. Этот ее брат наверняка сказал, давай собирай свои манатки и вали туда подальше, пока отец ребенка не узнал. Значит, она уехала. А я здесь вкалываю, как проклятый. А девчонку не могу защитить. А этот бандюга, ворюга, киднапер, гребаный, решил от меня купиться шляпой. А, беременна, вот подфартила. Если она беременна, я должен ее найти. Здесь кто-то плачет. Кто плачет? Шуйта! Этот бездельник уже давно ничего не может. Тогда кто плачет? Если она беременна, я должен ее найти. Где она? Где она? Я должен ее найти. Где она? Вот и осень наступила. Лучшая пора для меланхолии. А где же ваш помощник? Очаровательный, ужасный сердцеед. Хотя вы, наверное, его с этой стороны и не знаете. Он ведь так умело соединяет этот свой шарм с деловыми качествами. Так что для вас это, наверное, как еще одно из его еще достоинств. Господин Шуфу, у моей фабрики очень большие проблемы. Понятно, как всегда. Вы помните, что вы питаете к моей кузине слабость? Знаете что, господин Шуйта? Мое нежелание обсуждать с вами ваши все более амбициозные проекты достигло критической точки. Я хочу скромно поужинать с вашей сестрой, а вы вешаете на меня свои финансовые проблемы. Я предоставляю вашей сестре помещение, чтобы она смогла разместить там бездомных. Вы размещаете там целую табачную фабрику. Я предоставляю вашей сестре чек на 10 тысяч серебряных долларов. В банке его обналичиваете вы. Господин хороший, где ваша сестра? А если моя сестра вернется, вы готовы будете сотрудничать?
Я вам 100 раз говорил, с вашей сестрой я готов обсуждать все, что угодно. С вами я этого делать не намерен. А вы, госпожа Медзю, вы готовы предоставить мне свои помещения? Само собой, но ваш помощник переходит ко мне. Молодой человек настоящий профи, а мне необходим управляющий. Я помню, что с самого начала у нас была такая договоренность, но... Вот именно что но! Хорошо. Завтра ждите его утром у себя в офисе. Я очень рад, что вы приняли столь сложное для себя решение. Я прошу прощения, что я так долго тяну с этими двумя вопросами касательно моей сестры и господина Янгсуна. Это было недостойно настоящего бизнесмена. Просто эти люди когда-то были близки. Извинения приняты. Итак, подписываем договор об открытии 13 первоклассных магазинов, которые будут называться «Добрый табак нашей Шэдэ». Сиду они меня называют табачным королем. Я лишь руководитель этого предприятия. Все это принадлежит моей сестре, ее детям и внукам. Прошу прощения, я безработный. Когда распаковывают товар, что-то повреждается. И я подумал, может быть, у вас найдется для меня какая-нибудь поврежденная сигаретка. Какая-нибудь сигаретка поврежденная. Какая-нибудь поврежденная сигаретка. Сигаретка какая-нибудь поврежденная. Сигаретка. Господин Шита, а где ваша сестра Шэдэ? Уехала! Ведь это ее платье. Господин Шита, вы арестованы. Боюсь, ваши предписания просто губительны. У людей еле хватает сил, чтобы просто цепляться за эту жизнь. Добрые намерения подводят их к краю пропасти, а добрые дела просто сбрасывают вниз. По-моему, пора вмешаться.
Вас зовут Султан. Вы владелец крупного табачного бизнеса. Да. Вы обвиняетесь в устранении своей двоюродной сестры Шентель с целью завладения ее бизнесом. Признаете ли вы себя виновным? Нет. Единственное, что я сделал, это спас свою сестру от разорения. Я приезжал только тогда, когда возникала опасность, что она потеряет свою лавочку. Мне пришлось приехать трижды, я трижды хотел уехать, но в последний раз обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось остаться. И с тех пор у меня были одни лишь только проблемы. Все любили мою сестру за ее доброту. Мне доставалась одна грязная работа, вот меня и ненавидят. Еще как! Вот они, им некуда было приткнуться. Сенте их приютила, а ты отправил в тюрьму! И старики, которые вложили все свои сбережения в лавочку Шенте, зачем ты лишил их магазина? Потому что моя сестра захотела помочь одному летчику получить место, я должен был достать денег. Она, может быть, этого и хотела! А ты, наверное, хотел тепленького местечка в Пекине. Лавочки мало показалось? Арендная плата была слишком высока, а моя кузина ни черта не смыслила в бизнесе. Кроме того, в этого летчика она была влюблена. А что? Ей нельзя было любить. Еще как можно? А почему же ты хотел тогда выдать ее замуж за нелюбимого человека этого, парикмахера? Да потому что тот, кого она любила, оказался мерзавцем. И этого мерзавца ты взял к себе на работу. Чтобы исправить его, сделать лучше. Да, сделать из него надсмотрщика. И когда он таким образом исправился, ты решил продать его, вон той там, она уже повсюду раструбила. Да потому что только тогда, когда он гладил ее жирные коленки, она была согласна дать свои помещения. Вранье! Вранье! Это все из-за денег. Хотите знать, для чего нужны были деньги? Господин Янг Сун захотел, чтобы она пожертвовала судьбами своих друзей, а парикмахер Шупу предоставил свои помещения и деньги для того, чтобы она могла и дальше продолжать творить добро. А почему же, когда парикмахер подписал тот чек, ты не позволил ей творить добро? Почему ты отправил всех друзей Шенте в эти грязные бараки? Заставил пахать на себя, на свою табачную империю! Это все ради ребенка! А как насчет детей Минто? Напомни, что ты с ними сделал! Что, нечего сказать? Боги дали Шенте ее лавочку, чтобы она стала маленьким источником доброты. Она всегда хотела помогать людям, но всегда появлялся. Ты все портил! Потому что иначе этот источник доброты уже давно бы иссяк. Ты идиот! А зачем нужен источник, если из него никто не может напиться? Добрые дела ведут к одним лишь разорениям. А плохие дела ведут к шикарной жизни. Так что ли? Что ты сделал с нашей доброй Шенте? Она была доброй, я клянусь в этом. Когда парикмахер сломал мне руку, она хотела заступиться за меня, и теперь я заступаю за нее! Так рука не сгибается! В этом виноват ты, и только ты! Она хотела дать мне денег на врача, но потом появился ты! Ее злейший враг! Ее единственный друг! Где она? Уехала! Куда? Не скажу! А зачем ей надо было уехать? Да потому что иначе вы все бы ее просто растерзали! Все. Я больше не могу. Я хочу признаться. Пусть все уйдут.
сделал с нашим добрым человеком. Добрый человек? Это я. Когда-то наказали вы добрый быть и все же выжить, словно молния меня разделила на две части. И, не знаю, как все вышло, не смогла одновременно доброй быть к себе и к людям. Слишком сложно было помогать и другим, и себе. О, ваш мир совсем не прост, лишь нужда в нем и отчаяние. Протянешь руку нищему, а он же сам ее и вырвет. Станешь помогать пропащим, сам же пропадешь. Как можно оставаться добрым, как сопротивляться злу? Откуда было мне брать то, чего так требовали люди только из себя самой? А это значило убить себя. Хорошие дела меня вдавили в землю, когда же позволяла я себе. Несправедливость! Награды были власть, богатство, роскошь. Правдиво что-то в вашем мире, боги! Ответьте, почему в цене лишь зло, а доброта ведет к одним лишь наказаниям? О, как велик соблазн шикарной жизни! Мне он знаком не понаслышке. Мое впитался тело вместе с помоями в канале, где меня купала приемная мать. Так что я видела то, чего другие видеть не хотели. Но это сострадание измучило меня, я видела нужду и волчья ярость наполняла мое сердце, когда я поняла, что превращение неизбежно. Мой рот стал волчьей пастью, добрые слова жгли мой язык, но все равно хотела быть я ангелом предместий. От наслаждения помогать я отказаться не смогла. Всего одна счастливая улыбка, и я уже парила в облаках. Судите же меня, но знайте, эти преступления я совершила, чтобы любимого любить, чтобы спасти родного сына, чтобы помочь соседям. Мне жаль, но выполнить божественные планы мне, просто человеку, не под силу. Euer einstiger Befehl, gut zu sein und doch zu leben, zerriss mich wie ein Blitz in zwei Hälften. Ich weiß nicht, wie es kam, gut sein zu anderen und zu mir kannte ich nicht zugleich. Ich kannte, dass ich weigern, böse zu sein, wenn das stimmt, mir kein Fleisch ist. Ach, mir war solch eine Gier, mich zu verwöhnen, und da war auch in mir ein heimliches Wissen. In meine Themen und Amokschwimmen Gott und Wasser, davon kriegt sich ein Scholz auf, wie Aschemund, schmeckt in das blutige Buch auf, Wolter ihn kennt. Ein Engel seine Vorstadt zu schenken, war mir wohl ein glückliches Gesicht und mit jedem der Mutter verdammt mich. Alles, was er verbracht, tat ich meine Liebe zu lieb. Meine kleine Sohn, um den Winkel zu retten, stimmt euren großen Dinge. Der Götter! War ich arme Mensch zugleich! Но я плохой человек. И хороший тоже. Как мне жить после этого? Я не могу здесь больше оставаться. Ты сможешь. Просто оставайся добрый, и все будет хорошо. Но без своего двоюродного брата я не могу. Не злоупотребляй им.